И вот здесь, этой картой я, само собой, я уже высказывался, я недоволен этой картой. Но это молодежь делает, типа, хуйней мается. Они не знают историю. Здесь ниже Татарстана и низ Башкортостана наши земли не вписаны. Это просто нынешняя карта. Без Оренбурга, без Самары. И вся вот это просто вот наш, как говорится, как лист, говорят у нас, листочек. И тут самое главное, вот здесь вот дыра в сторону Челябинска. В сторону Челябинска, видите? Черная вот это. Это Миас, Аша, вот эти места, короче. Город Миас. Челябинская область входит. Это Челябинск, все, Екатеринбург, все это земли Башкортостана. Понимаете? И, я принципиально все у него оставил. И вот как раз вот здесь над Татарстаном, это Удмуртия. Маленькая такая, пизденочная. Это тоже, в оригинале это не ее кусок земли. У нее всяко было больше. Рядом Мариэль, маленькая. Мариэль тоже была огромная, я считаю. И Чувашия. Чувашия тоже обрезанная маленькая. Это тоже неправда. Она тоже была огромная. Вот прикиньте теперь. Это Идель-Урал. Это Идель-Урал, который пытаемся мы, так сказать, в своих влажных мечтах создать. Теперь, по моей тактике, оно будет идти вот таким образом, что низ Башкортостана утыкается в Казахстан. Дальше идет, Куланды примерно, да? Вот берем абзац оттуда и еще будем договариваться с Казахстаном, кто чего. Мы будем еще историю копать. Есть историки, конкретно, которые вот сейчас я читаю книгу как раз таки от академика Башкортостана. И получается, идем вверх. Пермь. Весь был Башкортостаном. Пермь это весь Башкортостан. Вот в Алдар-Батыре прям написано, что это сибирская дорога, называется там, в Тобольск. Исходя от этого, весь Пермь мы возьмем под себя и, может быть, дадим чуть-чуть удмуртам. Посмотрим. Удмуртия, Пермь, Удмуртия, и вот здесь весь Татарстан, он тоже пойдет наверх, он войдет внутрь Татарстана, останется Удмуртия. И поднимаемся туда, тут уже не видно, само собой, кто карту шарит, это России. Дальше идет Коми. Коми тоже будет попадать под Татарстан с Башкортостаном. Большая часть пойдет под Башкортостан и попадаем в Ненецию. Вчера как раз я где-то видел интервью, Ненец, пизди, блядь, в каком-то интервью мне куда-то закидывал. Ненец, короче, оказывается, тоже на войне, и он сейчас попал в плен. Говорит, нас было сколько там, 60, и мы остались только вот 3-4 человека. Все, пиздец, все, ёбнули всех. С мясных штурмов они попали в плен украинцам, живые остались. И вот это напомнил мне Ненец. И он говорит в своем интервью украинцам, что там, говорит, вообще никого толком, говорит, нашего народа не осталось, говорит, он что-то рассказывает. Я не до конца смотрел, так мимолетно, когда наткнулся до Ненецов, чуть посмотрел и все. Но Ненец это такой же, блядь, якут нахуй, такой же узкоглазый, грубо говоря, это люди северяне. Это вообще сибиряки, так скажем, вообще, ледовитый океан, блядь, я не знаю, блядь, что там на севере, короче, пиздец. Вот представьте. Их там вообще пиздец, малочисленность осталось, говорят, нахуй, я не знаю, нахуй. Может, 5000 человек, блядь, всего лишь, блядь, примерно, и все, блядь, я не знаю, сколько их, блядь. В итоге, короче, вообще нету их, нахуй, блядь, их все истребили, нахуй. И весь Коми, Пермь, Коми и Ненеция это все пойдет под Башкортостан. И чтобы мы вышли на море. Море, океан, вот это, блядь, все, новая земля, само собой, все будет это Башкортостаном. Нихуя не будет это России, блядь. Все, вот примерно вот эта тактика, но для этого мы должны воевать. Мы должны, блядь, уничтожить Москву, чтобы, нахуй, забрать все эти территории. А потом уже внутри мы решим. С хомячками этими, нахуй, ненецами, блядь, с пермячами эти, нахуй, все мы решим внутри. Проблем нет. Но все это будет землями Башкортостана. Их мы трогать не будем. Нам они нахуй не нужны. У них будет, как говорится, внутри Башкортостана двойная оболочка защиты, так скажем. Будут жить, нахуй, как это, за пазухой, как говорят, блядь, узкожопые. Короче, говорят, на масле будут жить, проблем не будет. Главное, тактика забирания этой земель, по-моему, да, это по счету, это уничтожение кичливости пидорасов, этих московских, блядь. Кичливость их нахуй, засунуть им, блядь, по самой гланды, нахуй. Вот эта кичливость, вот это выебистость, нахуй, их нахуй, в гланды засунем. Этими землями, понимаете, нахуй. Отжимание каждого метра, нахуй, в пидорасии, это уничтожение глобальной московской вот этой епархии, блядь, этих гондонов, головорезов и маньяков голодных, нахуй, которые любят 9-летних девочек, нахуй. Вот эта вся шушера, блядь, уничтожится даже психологически изнутри. Понимаете, когда мы отожмем все земли. А потом уже за Екатеринбургом, Челябинском, дальше уже, если нашим землям будет уже не наши земли, мы посмотрим еще, может, татарским, сибирским татарам еще отожмем землю, посмотрим, это тоже будем разговаривать. Дальше уже, там решим, блядь. Но там внутри, дальше уже вглубь, пусть решают якуты с бурятами, нахуй. Вот все эта тема их не будет. Все, главное, мы должны отрезать полностью посередине эту пидорасию и воссоздать, нахуй, дорогу в море. Чтобы туда вошли Казахстан со своими кораблями собственными, каждый поставит свои корабли, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, если захотят, Туркменистан, если захотят, Афгану тоже мы поможем. Афганцы тоже должны перестать жить в пещерах. Им тоже мы поможем. Главное сделать так, как бы, знаете, как название шелкового пути, только это будет не шелковый путь, а морской путь. Наш морской путь, где у нас будут стоять, как говорится, войска, стоять будут у нас, может, подводные лодки, само собой, которые можно будет закупить у японцев. Японцы хорошо строят, говорят. Потом корабли. Тоже подберем, у кого взять корабли. Понимаете, огромная колоссальная работа стоит перед нами. Для этого нужно нам отделение. Отделение принесет каждому региону огромные деньги. И это европейцы тоже должны понимать. Американцы вообще, это наш ранар, которые, нахуй, блоху свою жрали, нахуй, сука, голодные. Американцы тоже это осознают только после развала этой пидорасии. Они пока не могут понять, какие колоссальные бабки можно зарабатывать отдельными регионами этой пидорасии. Они не могут понять. И мы будем богатеть, и они. Просто они не осознают этого. Они живут в своем замкнутом тупом мире, где, блядь, нахуй, думают, что, блядь, их, блядь, система самая глобальная, типа у них доллар, у этих евро, нахуй, хуйня это. Это хуйня. Без недр, без нефти, без газа вы никто. Вы чмо, блядь, болотное, нахуй, как и Путин, блядь. Такой же, блядь. Тот американский чмо, эти европейские чморики, нахуй. Говно вы, блядь. Вы ничего, блядь, как сказать, колоссального, нахуй, со своими, нахуй, деньгами евро не сможете сделать против, нахуй, ресурсов. Ничего, нахуй, блядь. Будете, нахуй, в пещерном, блядь, нахуй, строю жить и сжигать свои доллары, нахуй, чтобы не замерзнуть, нахуй. Вот к чему вы придете в дальнейшем. Это так, для понимания. Поэтому, если мы отделение своей, так скажем, поднимем, отдельности вот эти, независимости, так скажем, да, вот именно вот таким макаром я говорю, чтобы наша вот именно отдельность принесет каждому вот этому уёбку, нахуй, каждому республиканцу принесет отдельные кейсы богатства, так скажем, допустим, договорятся они, я уже постоянно в этом эфире разных говорю уже об этом, договорятся они, допустим, сегодня вот с этим огромным, как я вам написал, Башкортостаном. Все у нас будет, и газ, и нефть, все примерно, да, и дрова, грубо говоря, блядь, как это, блядь, нахуй, древесина, все есть, да? Прикиньте, они договорились со мной. Потом они пошли договориться с одним татарином в Казань. Там договорились, понимаете? Путина тут не будет уже, понимаете? А сейчас они договорились только с одним Путиным. И то, нихуя не могут договориться, нахуй. Они уже 3 года в отсосе, нахуй. А если бы
вот этой хуйни не было бы, этого Путина, пидора, блядь, давно бы они, блядь, с нами работали бы. С Башкортостаном отдельно, с Татарстаном отдельно, с Ичкерией отдельно, с Украиной, само собой, отдельно. Никто никого не бил бы, не убивал бы, хуйню не маялись бы. Понимаете смысл? А тут, блядь, а то у меня один хуй орет, будет коммунизм 2. И я буду рад говорить, блядь, как один мне хуй мне мозги ебал. Ну, я вам рассказывал еще когда-то. Типа, будет сейчас коммунизм 2. Типа, будет, не, СССР 2, он говорил, блядь, будет. СССР 2 будет, нахуй. Мозг мне выносил, блядь, нахуй прям. И я, говорит, буду рад, что СССР 2 будет. Ну, типа, меня троллил он, что ли, или что-то в этом роде. Ебанутый человек. Я, говорит, не смотрю на мелкие новости, я смотрю глобальные новости. Где он глобальные новости услышал, я не могу понять, нахуй. Что за глобалистов он, блядь, послушал там, блядь? Масонов, что ли, он, понимаешь, в ухо долбится или что, нахуй, блядь? Или, как говорится, присосался к хую, блядь, так скажем, блядь, их нему. И вот поражаюсь над такими людьми, которые слушают вот таких, нахуй, уёбков, которые из Канады пиздят, всякие, блядь, вот эти хуи, блядь. Если помните, хуй один есть такой, не помню, как его зовут, Айзер, что ли, сзади у него, нахуй, этот Гелан, блядь, висит. Столетний бабушка, сын ковер сзади у него постоянно, он на такой эфир выходит. Черт, блядь, и говорит, я из Канады, блядь. Явно он не из Канады, где-то в ауле в Азербайджане в пещере сидит, нахуй, оттуда вещает, нахуй, хуйню свою. И говорит он, блядь, вот будет так, нахуй. Я пару раз его слушал, блядь, нахуй. Особенно его любят украинцы слушать, блядь. И что, дослушались? Все равно, блядь, что-то он сказал, нихуя не получается, блядь. А получается одна хуйня, что вас, как говорится, слили, нахуй. Хуйня, нахуй. Победы нет, нахуй. А он вроде обещал нам победу, нахуй. Где победа-то? Этого уёбка, блядь, с ковром, блядь. Это до хрена пиздоболов, нахуй. А ясности нету. А ясность только тогда, когда ты лично сам берешь победу. И не надо, блядь, слушать какие-то хуёв. Один так говорит, другой так, блядь, нахуй. Блядь, вот Путин сдох, блядь, обычно вот так пишут, нахуй. Пролистываешь YouTube, блядь. Умер Путин, блядь, заходишь, хуйня какая-то, нахуй. Нахуй так писать, блядь. Понимаете, вот такой, этот, ебанизм, блядь. Не знаю, блядь, нахуй. Эфир, что ли, поднимает таким образом, денег зарабатывает. Я не знаю, что они делают, блядь, я очень понять не могу. Ну, короче говоря, на пиздобольстве, нахуй, пытаются, блядь, провернуть какие-то фишки, блядь. Но толка нет. Поэтому самое интересное тут, что в Башкортостане и Татарстане, да, ведь народ, внутри, который вот пытается, вот как мы, что-то действует, нахуй, они сейчас не могут даже выехать, блядь, так скажем, блядь, или не хотят выезжать, или не могут выехать. Вот это самое печальное, блядь. Если мы вот таким образом дальше будем идти, то мы свою независимость, наверное, лет через 100, может, только получим. Понимаете, блядь? Завтра, послезавтра мы независимость не получим. Потому что я понимаю, что вот этот деградационный народ, который сейчас идет, блядь, на войну, блядь, умирать, блядь, он отпадет. Они исчезнут, и останется уже та уже шелуха, которая, блядь, конкретно уже будет против Путина. Но они не смогут дергаться оттуда, потому что у них, как сказать, блядь, не будет такого, ну, некуда дергаться, это раз. Плацдарма не будет уже. У Украины уже все будет покончено. Плацдарма не будет. И поэтому уже и дергаться смысла нет. Дергаться надо было сейчас уже. Вот сейчас, в прошлом году надо было дергаться. Это последние моменты это. И поэтому я считаю, что вот это вытаскивание людей и дергание уже бесполезно. Вот я говорю постоянно, до этого говорил, да, и вот послушай вот эти моменты, уже я понимаю, что здесь нахуй не до войны. Здесь люди уже озадачились нахуй не войной, а переговорами. Понимаете? Баламутят людей только так. Вот заметьте, блядь, весь интернет поет о том, что, блядь, нахуй, только, блядь, нахуй, сейчас будет переговоры. Какие нахуй переговоры, блядь? И вы будете нахуй опять год ждать эти переговоры, наверное, блядь. А может и завтра появятся. Ну не знаю. Но суть от этого не меняется. Украина была и есть нахуй захваченная Москвой, блядь. Останется захваченной. Она не станет свободной завтра и послезавтра, после пиздежа этого Трампа с Путером, блядь. Не будет свободной. Вот самый минус, блядь. Минус от чего? В первую очередь, из Башкортостана, с Татарстана людей туда никто не хотел подтягивать. Это раз. Я так считаю, я буду считать так всегда. Потому что вот этот загоны людей, которые, ну идите, воюйте, помогайте. Нет, так не прокатывает. Вы сути не понимаете именно захода нас. Наш заход должен был производиться именно таким образом, что мы не идем вам помогать. Мы идем на Москву. Вы поймите, принцип наш такой был. Использовать все ваши вещи, инструменты, которые вы, хуй его знает, жалеетесь, не стреляете, что ли, я не знаю, блядь. То ли вам не дают, блядь. Только деньги просят. Суть была долбить Москву напрямую. Нам не нужна ваша территория. Нам интересна наша территория. Нам интересно было уничтожить Москву. Цель моя была уничтожить Москву. Она, конечно, есть до сих пор, блядь. Ну, мне нечем стрелять, блядь. Я же не могу накидать их, блядь, нахуй, спермой, блядь. Кроме спермы у меня нечем стрелять, нахуй. Понимаете, блядь? Только, блядь, есть только, нахуй, вот природный аргумент, блядь. Только вот это могу заляпать, нахуй, как Человек-паук, нахуй, блядь. Не больше, нахуй, не меньше, блядь. И то, нахуй, может, мужики не залетят, нахуй, бабы только могут залететь, нахуй. Так тоже нихуя. Так что вот так, блядь. И итог что? Итог, блядь, нахуй. Сидим на жопе ровно. Пол Украины, блядь, по съебкам, нахуй. Пол Башкортостана по съебкам. Внутри него и я. Не пол даже, а весь пидоросия, нахуй, съебалась, нахуй, в Америку. И там во всей Европе она съебалась, нахуй. Пол пидоросии, понимаете, это я имею в виду, узкожопым это относится. Узкожопов, нахуй, там, я не знаю, блядь, минимум лям съебался, там, лям, говорят, 100 тысяч только в Америку вошла. По всему миру лям точно упиздила оттуда. Если говорят, 500 000, нахуй, только в Казахстан зашло, блядь. Вот и думаете после этого, нахуй, куда оно после Казахстана ушло, блядь? Куда-то ушло, блядь. Из-за этого я считаю, что самый, блядь, нахуй, момент был вот до вот этих переговоров. Вот до этих переговоров нужно было действовать Башкортостана, Татарстана, Ичкерии, Дагестана. Но никто мои слова не довел никому. Никому вышестоящим людям не довел. Ну я же кто, блядь, нахуй, я же пароход, нахуй, я черный люд, блядь. Кому я нахуй нужен, да? Никто не довел. И самое интересное, ни от кого нахуй, блядь, из этих нахуй, этих балаболов нахуй, не вышли нахуй мои слова. Ни от кого. Никто не сказал из Башкортостана, Татарстана, давайте, друзья, соберемся, поможем Украине и разъебем нахуй Москву, блядь. Никто не сказал. У всех даже у рота башкорт слова были такие. Они подчиняются украинцам, и мы ничего не можем делать, нахуй. Я же с ними перегрызся, блядь, в Телеграме. Нахуй я их послал, блядь. Короче говоря, от них толка нету. Такая же рота есть, оказывается, какая-то алга, что ли, или что, блядь, татарская рота какая-то есть тоже какая-то. Тоже хуи какие-то, блядь, я их даже глаза не видел. И итог какой? Итог, блядь, вот этих людей был все равно этой роты, что внутри украинцам помогают. Как те, эти сибиряки, какие-то вот эти волосатик, нахуй, Цезарь, блядь, просто вылазят в сторону России, чуть-чуть хуярятся и обратно заносят, выходят. Нахуй они нужны, они ебанутые, нахуй. И он говорит, мы на Москву пойдем. Цезарь, когда на Москву пойти собрался? Все, уже дружба сейчас будет. Какая на Москву, блядь? Путин с Трампом, все, в десны целоваться будут. И в жопу долбиться будут друг другу. Все, какая нахуй Москва, Цезарь, ебанутый. Очнись, нахуй. Поэтому я что хотел говорить? Всегда я это говорил и буду говорить, что если наши слова, блядь, не будут доноситься внутрь, наверх, блядь, нахуй, толка нету. Вот это все дерьмо, которое вот до этого в течение 2014 года по 2022 год вы ждали, сколько ждали? Так, 8 лет. 8 лет тому назад, до 22 года, допустим, да, была вот такая стычка. Отжатие Крыма, присвоили. Потом после этого, нахуй, через 8 лет Путин, нахуй, проснулся и ебанул. Вот теперь прикиньте. Через 3 года он приперся, 3 года вот он сейчас провел, обосрался. Сейчас пытаются его успокоить. В итоге он отходит. Но через какое-то время он добьет.
Понимаете, блядь, это принцип узкого мира. Я же не зря Алдар-Батыра читаю. Я сейчас чуть-чуть начал проникаться этой историей, понимаю. Казань они не одним разом брали. Это не про Казань вообще идет суть, а про Алдар-Батыра, про Башкортостан. Но там именно тоже есть моменты, что они, Башкортостан, вот наш Башкортостан, долбили, я не знаю, 1000 раз нахуй, блядь. И подобие таких Алдар-Батыров хуево туча было там, блядь. Не только он один, оказывается, был там. Понимаете смысл какой? Именно, блядь, вот эти восстания, которые создавали, кучумовские, вот эти, которые из сибирских татар, там, казахи, каракалпаки и так далее, их дохуя было. И он не один был, оказывается, понимаете? Получается, какой-то аул вставал, потом с другого аула кто-то выходил и так далее. И постоянно эта долбежка шла, блядь, набеги, так скажем, как они говорят, нахуй. Эти воров, они выражают, их ворами называют, блядь. Воров, башкиртов, башкирцев, они говорят, башкирцев, блядь, такая хуйня, блядь, старомодная. Набеги башкиртов были, оказывается, не одноразовыми, а 1000 раз, блядь. Точнее, на них 1000 раз тоже нападали, блядь. Разные, блядь, всякие, блядь, шереметы, хуеметы приходили. И что я хочу сказать? А у Путлера такая же система. Вы что думаете, нахуй, сейчас он чуть-чуть посидел, потом, вот именно, у узкожопых эта система такая, чуть-чуть посидел, потом снова вернулся, блядь, долбить дальше.